6 июня вся страна отмечает Пушкинский день и День русского языка. Именно в этот день было решено подвести итоги самых грамотных и поэтичных персон республики. В рамках конкурса «Мое первое перышко» с 15 марта по 9 апреля принимались работы школьников со всей Тувы в виде стихотворений, рассказов и басен. Я написал сочинение про суворовские подвиги. Я выбрал эту тему, потому что считаю, что нужно брать пример с великого полководца Александра Васильевича Суворова. Написал я полностью сам, но идею предложила Ксения Сергеевна. Это мой преподаватель. Я очень рад, что мое сочинение оценили по достоинству, я занял первое место. Следующие, кого награждали, стали победители и призеры регионального флешмоба на чтение стихов. Участвовали в нем практически все, от учеников до педагогов. Со всей республики конкурсанты направляли свои видеовыступления с 13 по 21 мая. Среди 82 человек лишь 20 были приглашены на награждение. Я примерно месяц назад участвовала в конкурсе чтецов, где мы читали стихотворение Александра Сергеевича Пушкина. Он назывался «К Чадаеву». Я очень благодарна, что мы заняли первое место, и благодарна своему учителю Кулар Розали Параевну, что она нас подготовила и вложила в нас свою душу. Я уже не в первый раз участвую в конкурсе чтецов, и готовлюсь я примерно 1 неделю. Региональными властями уделяется большое внимание как сохранению родного языка, так и изучению русского. Это было бы недостижимой мечтой без учителей русского языка, которые обучают детей грамотной речи и правописанию. В этот праздник глава Тувы Владислав Хавалых поблагодарил за непростой труд наставников школ и садов. Елена Афонина стала одной из них. Она посвятила 20 лет своей жизни просвещению детсадовцев. На занятиях у нас в основном это проходит в игровой форме. Я сама готовлю для них различные дидактические игры, чтобы детям было понятно, чтобы дети усвоили материал и могли свободно составлять предложения, общаться друг с другом и отвечать на мои вопросы. Я очень благодарна главе нашей республики за что он оценил мой труд. Также были подведены итоги регионального конкурса эссе среди педагогов республики. Он проводился с целью привлечения к проблеме сохранения русского языка и литературы. Всего было принято 54 работы. Были определены 3 призовых места, а также различные номинации. Все победители получили ценные призы и различные сертификаты. Арлана Байду, Буян Мунгуш, Азамат Учур, телеканал Тува-24.